Инфицированный Абдулла Хаджи из Восточного Туркестана скончался в стамбульской больнице, где проходил лечение. Для того, чтобы прокормить семью честным трудом, отец 3 детей на протяжении многих лет выращивал в поселке Чаталджа китайскую капусту, чеснок и другие овощи. 55-летний Абдулла Хаджи, который переселился в Турцию 20 лет назад для того, чтобы избежать репрессий Коммунистической партии Китая, скончался вчера вечером. Хаджи Абдулла был зафиксирован как первый уйгур, который стал жертвой китайского вируса. Хаджи был набожным и доброжелательным человеком, любящим свою родину и народ. Когда дело касалось мероприятий, связанных с Восточным Туркестаном, он оставлял все свои дела. Просим Всевышнего помиловать его и одарить раем. Некоторые государства усилили ограничения в связи с эпидемией коронавируса, которая превратилась во всемирную пандемию. Среди этих государств находится и Китай, ставший отправной точкой эпидемии. Специалисты заявили, что отмена ограничений может привести к повторной вспышке эпидемии или так называемой второй волне. Сразу после этого заявления в Южной Корее были зафиксированы повторные случаи COVID-19. Было отмечено, что повторные тесты 51 человека из города Тэгу, которые прошли курс лечения и выздоровели, оказался положительным. Южнокорейские эксперты считают, что это не повторное заражение. По их мнению, вирус прячется в клетках и время от времени становится активным. С уменьшением силы вируса некоторые регионы Китая были объявлены чистыми. Тем не менее, после увеличения случаев COVID-19 без видимых симптомов, 45 регионов снова оказались в списке красных зон. Англия сообщила, что 3 миллиона 500 тысяч тестовых наборов, импортированных из Китая, многократно выдавали ошибочные результаты. Администрация Джонсона потребовала от Китая возмещения всех средств, потраченных на бракованное оборудование. Координатор Центра тестирования профессор Джон Белл подтвердил, что приобретенное оборудование имеет серьезные прорехи с точки зрения точности выдаваемых результатов. Ранее директор Национальной инфекционной службы Англии профессор Шарон Пикок говорил, что это оборудование в корне изменит правила игры во всем мире. Владимир Путин сообщил, что российские военные получили огромный опыт, используя в Сирии новое вооружение, произведенное в России. На заседании Комитета по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными государствами Путин провел подробную оценку работы оборонной промышленности за прошлый год. Подчеркнув, что в данной сфере имеется огромная конкуренция, Путин сообщил, что несмотря на давление оппонентов, Российской Федерации удалось достигнуть заметных успехов. Отметив, что оборонные предприятия Российской Федерации выполнили задачи на 2% больше по сравнению с показателями, установленными на 2019 год, Путин сказал следующее: «Мы поставили в зарубежные страны военную технику на сумму, превышающую 15 миллиардов долларов. Портфель заказов на сегодня составляет более 55 миллиардов долларов. Мы сотрудничаем почти с сотней стран». Говоря о российско-африканском саммите, который ускорил военно-техническое сотрудничество, Путин заявил, что в прошлом году Российская Федерация подписала с африканскими странами контракты в сфере военного сотрудничества на сумму 1 миллиарда долларов. Страны Евросоюза договорились об экономическом пакете в размере 540 миллиардов евро, которые пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Президент Еврогруппы Марио Сентену объявил, что на встрече министров финансов стран-членов Евросоюза им удалось договориться о всеобъемлющем восстановительном пакете, который защитит рабочих, компании и страны от последствий эпидемии. Страны, которые пострадали больше всего, такие как Франция, Италия и Испания, потребовали от Евросоюза создать общую систему займов. В свою очередь Германия, Нидерланды и ряд других государств выступили против этой инициативы.